Уважаемые, попрошу у вас, есть ли противоположное желательному нововведению? К примеру, возьмем нововведение, с которым мы встречаемся в каждом году. И я вижу в этом нововведении очень удивительный вопрос. Это мавлид благородного пророка. У нас возникает вопрос, собираться на мавлид благородного пророка является ли одним из нововведений? Я хочу разъяснить этот вопрос. По милости Аллаха, я твердо знаю, что каждый день, в котором мы следуем за любимым пророком, алейхиссалату вассалам, следуем его пути, это и есть собрание на мавлид. То есть мы каждый день собираемся на мавлид пророка, алейхиссалату вассалам. Без сомнений. Нельзя ли разъяснить эту тему? Во-первых, каждая встреча, как вы упомянули, в которой мы рассказываем о сунне пророка, алейхиссалату вассалам, и вспоминаем о его жизнеописании, я считаю, что это в действительности один из видов мавлида и один из видов собрания на мавлид пророка. Такое у нас убеждение и понимание. Во-вторых, собираться на мавлид благородного пророка, рассказывать людям о дне его рождения, о его сунне, о его биографии, в месяц и день его рождения, в месяце Рабиуль-Авваль, в понедельник, это все может нововведение, но которое относится к желательному и похвальному нововведению, и даже может в данное время стать обязательным нововведением, и в этом веке обязательным. Я знаю, что многие люди из неарабских мусульманских стран, такие как Индонезия, Индия, Пакистан и другие, они по воле Аллаха придерживаются религии ислам. Я говорю о некоторых неарабских странах, в которых исповедуют различные религии. И в этих странах, к примеру, в Африке, люди принимают ислам благодаря мавлиду. Когда они видят эту торжественную встречу, как люди собираются, прославляют пророка и уделяют этому внимание, у них зарождается любовь, симпатия, тоска и впечатление. В итоге они принимают ислам. Значит, на сегодняшний день нам следует поднять степень мавлида благородного пророка и не рассматривать его как нововведение. Является ли он нововведением или не является, и на этом завершить разговор. Этот вопрос решен. Как говорится, этот вопрос взяли, сварили и пожарили. То есть нельзя никому говорить о мавлиде пророка и обсуждать, что это нововведение или нет, и относится ли это к нему. Сейчас нам необходимо, как я говорил, и на некоторых встречах, заменить тему о мавлиде, нововведение это или нет, и следовало бы посмотреть на то, что мы преподносим мусульманам сегодня, собираясь на мавлид. То есть мы не будем говорить, собираться ли сейчас, ведь время прошло и закончилось, обсуждать вопрос, собираться или нет. Сейчас необходимо спрашивать друг друга, как мы будем собираться на мавлид пророка. И это является желательным нововведением, о котором следует говорить в наше время и будет считаться обязательным нововведением. Потому что это самая большая дверь и путь призыва к Всевышнему Аллаху. Тогда как мы собираемся на мавлид, и люди собираются на мавлид в год один раз, наш господин пророк, алейхиссалату вассалам, проводил мавлид каждую неделю. Передано в достоверном хадисе, в сборнике Муслима, что один человек спросил пророка о соблюдении поста в понедельник. И что же ответил пророк? Он сказал, это день, в котором я родился. Здесь мы вместе с телезрителями остановимся на его выражении. Это день, в котором я родился. Чтобы мы почувствовали или посмотрели на позицию любимого пророка. Какое внимание он уделял дню своего рождения. Это день, в котором появилось самое великое благо.
И это дело, связанное с пророческой миссией. Но если бы не рождение пророка, его появление на свет, когда этот мир удостоился такой чести, было бы там послание или пророческая миссия? Не было бы там ни послания, ни пророческой миссии, если не родился бы пророк. Да, Мавлид пророка — это глава всех праздников и глава всех благ и всего хорошего. О, ночь на понедельник, чем ты покрыла мир? От тебя исходит весь великий почет. До слов, все ночи стали светлыми из-за твоей красоты, которая ослепляет глаза. Ночи стали светлыми из-за красоты Мавлида, из-за красоты упоминания о нем. И в действительности Мавлид пророка является желательным нововведением. Но на сегодняшний день я скажу, что это нововведение обязательное.